Ну, вітаю, дарагія сябры, і сёння мы сустракаем гасцей. Сёння мы сустракаем гасцей у нашай студыі. Госці, якія прыехалі да нас з Расійскай Федэрацыі, з горада Калінінграда. Гэта госці Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Мы з Міхасём Павловичам Пазняковым не раз гаварылі пра гэтыя стасункі, якія звязваюць Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў з іх калегамі з Калінінграда. І сёння госці, якія прыехалі да нас, і кіраўнік дэлегацыі Барыс Нухімавіч Бартфельд, і я папрашу яго назваць, прадставіць тых, хто прыехаў сёння да нас у Минск. Доброе утро, дорогие друзья. Нам очень приятно быть в этой замечательной студии и разговаривать со всем Минском и Беларусью. І не толькі Беларусью, не толькі з Мінскам, а нас слухаюць у многіх краінах Еўропы, і наша радыё гучыць на многіх мовах таксама у свеце. По приглашению столичной писательской организации белорусской, вот мы приехали в составе такой делегации известный российский писатель, прозаик Олег Борисович Глушкин. Он является одним из 3 нынче действующих сопредседателей Союза российских писателей. И еще один прозаик Дмитрий Павлович Воронин, который пишет замечательную прозу о современной российской жизни. Он член Союза писателей России, и учитель, который непосредственно работает в школе, что сейчас такая достаточно редкая штука, когда писатель совмещает деятельность с педагогической деятельностью. Вот такой небольшой состав делегации, но очень активный. Ну вот скажите, калі ласка, вот первые ўражанні, первые впечатления, когда вы приехали в Минск от города, от встреч с белорусскими коллегами? Вы знаете, впечатления очень светлые, как и город очень светлый. То есть мы видим перед собой прекрасную столицу, в которой широкие проспекты, очень чистый снег, более чистый снег, чем у нас, замечательные люди, и нас очень хорошо принимают. Нам очень лестно, что мы сотрудничаем со столичной писательской организацией, потому что это одна из крупнейших организаций, я думаю, в Европе писательских, городских. Очень много интересных авторов, и у нас есть уже небольшой опыт сотрудничества. То есть, по сути дела, 4 года назад начались такие первые сначала робкие шаги, а вот год назад и в прошлом году с визитом делегации во главе с Михаилом Павловичем в Калининградскую область на Дни литературы в октябре мы, я думаю, шагнули вот в новую стадию сотрудничества. Обычно, когда говорят о сотрудничестве между Калининградской областью и Беларусью, говорят о транспортном сотрудничестве, что транспортная артерия, о сотрудничестве в области сельского хозяйства, о промышленном. Мало говорят о сотрудничестве в области культуры. Ну вот я думаю, что литераторы одни из первых, которые этот мостик построили между между страной, Белоруссию, и между такой особой областью России, Калининградской областью. Ну вот, Олег Борисович, я прочитал, что вы, в общем-то, так сказать, рыбак, вы человек, который работал в рыбной промышленности, и вот каким образом тогда были контакты с белорусскими коллегами на вашей непосредственной работе, и как это отразилось в вашем творчестве? Ну, особо прямых контактов не было. В море суда различных стран, но всегда приходят на помощь, если что-то сломалось на судне. Знаю, что контакты какие. Очень много обрабатывалось рыбы. Сюда поставлялась наша рыба. Добытая, да, обрабатывалась. Я знаю, что обработка велась в Беларуси. Сейчас, к сожалению, нечем похвастать в рыбацком флоте. Значит, в начале перестройки вдруг все это разрушилось. Суда порезали на иголки многие, без, так сказать, основания для этого, да. Ну, хочу вам сказать, что море у нас питало многих писателей, так сказать, потому что море – это простор, это свобода, это ритмика, это какие-то новые встречи. И потом, когда выходит корабль, судно в море, это часть государства, ограниченная палубой, металлом, да, но там все законы должны соблюдаться. И вы представьте, что когда ты на судне уходишь на 6 месяцев, у нас сюда полгода ходили в рейс, да,
как вот, если ты с человеком в одной каюте, 6 месяцев в одной каюте, да, как ты можешь... Ты уже всю жизнь его знаешь, он пересказал тебе все, что мог, да? Вот. И потом очень много случаев, которые просто просятся в прозу. Просто просятся, потому что возникает пограничная ситуация. Особенно при спасении людей, да. И тут, когда терпит кто-то бедствие, вопросов нет, под каким он флагом. Это взаимовыручка, это человечность. Ну, по-разному. Море и жестокое тоже. Я думаю, что оно учит людей содружеству. Так же, как вот наши визиты сейчас учат тому, что надо разрывать границы, в культуре не может быть границ. Понимаете? Так. Не может быть замкнутости пространства. Вы знаете, одной из первых книжек моих, которые мне мама подарила, было «Морские рассказы» Станиковича. И вот там, помните, там мальчик черненький, да. Максимка. И вот когда у меня родился сын, и мама уже была при смерти, я ей позвонил и сказал, что вот у меня сын родился, и, наверное, я его назову в честь Максима Богдановича Максимом. Она говорит: а ты помнишь рассказ, который Станиковича? Говорит, как хотелось бы мне, чтобы у тебя родился сын Максимка. Так что видите, какие, в общем-то, переходы, которые как раз говорят о том, что и писательская деятельность, и вообще то, что связано с душой, оно тоже границ не имеет. Ну, а Дмитрий Павлович, конечно, вот действительно, как вас представил Борис Нахимович, человек, который работает в школе, наверное, трудно в школе сейчас с литературой. Не то слово. Конечно, очень сложно сегодня соотносить литературу и школьное преподавание. Но многое из того, что мы когда-то в советское время с вами изучали, из школьных программ уже исключено. И, на мой взгляд, это большая потеря для самой литературы, потому что вместо тех классических, пожалуй, таких материалов, которые заряжены на воспитание, на духовность, на какие-то нравственные позиции, приходит достаточно много подмены, не являющихся, в общем-то, носителями вот этих нравственных позиций. Это просто порой даже определенный суррогат, который в конечном итоге преподается, навязывается, может быть, ученикам нынешним. И нынешнее поколение уже не столь разборчиво становится в каких-то нравственных аспектах. Мы где-то что-то начинаем терять, удивляться этим потерям. И, собственно, на мой взгляд, резкие изменения, которые происходят в школьном образовании, я имею в виду российском школьном образовании, не всегда идут на пользу самим этим ученикам, ну и, в принципе, последующим поколениям, в том числе и литературе. Ну что ж, здесь задача литератора писать хорошие произведения и надеяться на то, что они, конечно, самые лучшие войдут в школьные программы. И вообще, так сказать, эти проблемы, наверное, они, очень актуальны для многих стран постсоветского пространства, потому что, и не только постсоветского пространства, потому что вот такой перелом отношения классической литературы, современной литературы и, в общем-то, взгляд на литературу, это сегодня предмет дискуссии, предмет обсуждения, и не всегда, в общем-то, где-то такие позитивные здесь сдвиги наблюдаются. Ну, а вернемся к нашим контактам. Журнал «Калининград», интересный журнал, я его смотрел, значит, вот напечатал произведения белорусских писателей. Журнал «Балтика Калининград». Балтика Калининград. Да. Вот потому что название «Балтика» присутствует и в Санкт-Петербурге достаточно широко. Да, такой опыт у нас есть, он уже не первый, была небольшая публикация, а в прошлом году большая подборка авторов замечательных столичной писательской организации была напечатана во 2-3 номере журнала «Балтика». Вот, с большим интересом публикация эта была встречена, и по следам этой публикации состоялся визит писателей
белорусских в Калининградскую область. Вот мне кажется, что это живое общение после публикации было самым интересным, потому что, прямо скажем, в Калининградской области выходцы из Беларуси составляют достаточно большой процент населения. Начиная с 1946 года, после того, как область Калининградская вошла в состав страны нашей, происходило массовое заселение. Была агитация, и много людей из нечерноземных областей России, а на втором месте как раз была Белоруссия, они приехали в нашу область, в наш очень сильно разрушенный город и помогали в восстановлении, восстанавливали предприятия, объекты, жилые дома, самые разные вещи. И белорусы составляют большую часть сегодня населения Калининградской области, очень активную, очень добропорядочную, которая пользуется большим уважением. И поэтому, казалось бы, Белоруссия и Калининград область рядом совсем, но вот появление поэтов и писателей белорусских вызвало очень большое оживление, потому что, прямо скажем, что живого такого литературного белорусского языка люди давно не слышат. И вот это явление меня поражало, что просили прочитать именно на белорусском, да, то есть мы знаем, что Михаил Павлович прекрасно читает и на русском языке, а просили прочитать именно на белорусском стихи. Мне кажется, что это очень хороший шаг, и наш визит сегодняшний, вот такой ответный, думаю, тоже даст толчок. Вот мы вчера на заседании писательской организации Минской наметили небольшой, но очень конкретный план, то есть таких три шага, которые мы в этом году, я надеюсь, сделаем. Это касается и создания такого фонда белорусских книг в одной из библиотек Калининграда, чтобы концентрированно наполнить белорусской литературой. И это будет широко известно, что в такой-то библиотеке находится белорусский фонд. Прямо скажем, что современной белорусской литературы в Калининграде очень мало. Это только дарение, которые бывают, когда белорусские авторы приезжают. Вот делегация была, оставили книги своих коллег. Но это, конечно, не отражает совершенно уровень развития современной белорусской литературы. Я думаю, что мы сделаем такой шаг. И второй шаг еще, о котором я хотел бы сказать, это юбилей, который вы отмечали и продолжаете отмечать, 500-летие книгопечатания, связанный с просветителем великим белорусским Франциской Скориной. Он связан и с нашим городом, потому что во времена правления герцога Альбрехта, это 1534-36 год, почти 2 года он работал в нашем городе и готовил еще одну типографию дополнительную к тому, чтобы она печатала книги. Так что перед корпусом университета ректорским стоит замечательный памятник, посвященный Франциску Скорине. Кстати, это дар Минска Калининграду. Я думаю, что будет очень символично, если мы в этом году проведем такой круглый стол с участием белорусских писателей и ученых, и с участием писателей и ученых Калининграда, посвященный Франциску Скорине. Что ж, я хочу в заключение сказать, что сегодня в нашей студии были члены делегации калининградских письменников Российской Федерации. Усяго найлепшага, до побачення.